Учиться всегда весело, особенно если условия благоприятствуют. Подготовка к отопительному сезону во всех школах уже началась. Где есть проблемы, устраняют, ведь главное, чтобы знания грели. К слову, начнется он уже 15 октября. В этой школе подготовка идет с конца августа. Установка узла учета газа, демонтаж и укладка трубопровода. Из-за неисправности котельной и теплотрассы работы здесь немало. На сегодняшний день все трубы, которые должны были быть выкопаны практически наполовину уже. Теплотрасса доведена до школы. Думаю, к началу отопительного сезона мы успеем и затопить школу, и обогреть детей. Основная задача для всех учреждений при подготовке и проведении отопительного сезона – обеспечение устойчивого теплоснабжения. За все время своего существования в школе ремонт проводился всего пару раз. Поэтому вопрос с отоплением тут стоял остро. Это единственное образовательное учреждение, которое находится на территории села. Соответственно, в первую очередь нужно обеспечить безопасность детей и создать условия для пребывания детей в образовательной организации. И обеспечение теплом, конечно, на первом месте. Погода, она непредсказуемая, может быть тепло вечером, ночью, например, даже сейчас погодные условия такие, что бывает довольно-таки прохладно. Комфортные условия для отличной учебы. У Хади Евлоевой этот год решающий. Она хочет стать врачом, поэтому и выбрала одни из самых сложных предметов – химию и биологию. Для выпускницы очень важно рационально планировать время и не пропускать занятия. От того, как будет тепло, и зависит то, как будем мы учиться, потому что не будем отвлекаться на холод, меньше болеть, это влияет на нашу учебу, отопительный сезон, потому что есть дети, которые часто болеют, например, как я. У меня очень слабый иммунитет, поэтому приходится ходить в теплой одежде. Если для одних тепло в школе важно для хорошей успеваемости, то у первоклашек совсем другие планы. Мне нравится учиться в школе. А вот когда тебе больше нравится учиться, когда тепло или холодно? Когда тепло. Почему? Ну, нельзя заболеть. Когда в школе тепло, я играю. А во что ты играешь? Перемены и догонялки, и мячиком играю. А почему тебе не нравится, когда холодно? Потому что очень холодно. На холоде я не играю. Не надо будет одевать куртку или шапку. А тебе не нравятся они? С такой же проблемой столкнулись и в 5-й школе Нового Реданта. Теплотрасса пришла в негодность. Частые порывы в отопительной системе решали частичным ремонтом. Однако качество труб говорило за себя. Только в прошлом году здесь заменили 2 котла. Это заметно улучшило положение. Всю зиму мы жили в тепле, но одна проблема еще оставалась, потому что теплотрасса у нас во многих местах были порывы теплотрассы, а своими силами заменить не получалось, и мы проводили частичный ремонт. Такой ремонт 5-6 до 10 месяцев. Ну, благо в прошлом году зима была не холодная. Теперь эта же организация меняет нам полностью теплотрассу. Однако к устранению неполадок в школе приступили не так давно, поэтому и работают в усиленном режиме, чтобы успеть к началу отопительного сезона. Медный провод, Согласно Санпину, температура зданий должна быть не ниже 18 градусов. Сейчас, когда на улице плюс 20, переживаний нет. Однако холода могут скоро постучаться в двери. В общем, самое главное – вовремя устранить все недочеты, чтобы потом не задаваться вопросом, почему знания не греют. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.